моя команда тут уже как-то пыталась, вы так быстро не ездите, то мы за вами не успеваем делать. Вопросов еще больше, чем решено. Мы тоже их видим. И, ну, наверное, сложно даже. Тут не хватит не то что 8 месяцев, тут надо лет 5 хотя бы в таком темпе упираться, чтобы что-то поменялось в более положительную сторону, значительно поменялось. То, что вот по этих улицах сказали, это гарантированно то, что мы сделаем до конца года. Плюс сейчас ведутся расчеты, ну не знаю, наверное, либо начальную школу, либо садов, там у нас еще есть деньги, 30 тысяч, по-моему, значит, заасфальтировал. Есть некоторые сады по 30 лет заасфальтировались, и детки бедные идут, цепляются. Ну, за год все сразу не успеешь. Мы видели на Волковщине, я как заехал, изначально дети в гололед зимой, сегодня тротуар лежит, шумовы нет. Это и безопасность, это и комфорт, и водителями, и автобусами, и так далее. Поэтому мы все эти проблемы, извините, что повторяюсь, видим. Проблемы в экономике, проблемы. Но их сложно за одну минуту так раз щелчком пальцев и что-то поменять. Мы будем делать в любом случае. И там пытаются муссировать, вот мы там зарегистрировали что-то по этому улице. Да не так. Я вам скажу более того, некоторые пытались, вот там вас потом прокатить. Да для меня это, ну, если честно, мне больше волнует, чтобы люди нос не били на этих улицах. Чтобы были ямы не было. Это, ну, кому надо, тут понимает, что это не такой простой процесс. Я специально задал вопрос, чтобы сделать улицу. Приезжала, я думаю, вы в курсе, Наталья Ивановна Качанова. Она за 2 дня нас только сказала, что проехала. В принципе, проехали с ней по городу. Какие проблемы, спросила. Проблемы, дворовые территории, улицы. Самые большие проблемы. По Чапаева подвез. Ну, ждем, сейчас должен выйти протокол. Устно дала поручение, но, думаю, тут присутствуют руководители предприятий, которые были на исполкоме. Ждем, сейчас оттуда должен вернуться поручение губернатору. Просто заасфальтировать ту улицу, ну, в принципе, это проблем бы не было. Это, ну, как бы там 100-120 тысяч, ну, деньги можно было поднаправить, где-то ужать какие-то вещи и вложить. Но там надо делать капитальный ремонт улицы. У нас есть проект, там 900, по-моему, 40 тысяч рублей, или 980, там сейчас пересчитывают на новые цены, там надо ставить бордюры, там надо ставить ливневку. Если просто положить асфальт, и потом я думал, закатать деньги, не дай бог, там какой-то неправильно где-то сделать уклон, то будут зря выброшенные деньги, я бы не хотел это делать. Поэтому потерпите, я думаю, если не в этом, то в следующем году мы обязательно в любом случае сделаем эту улицу. Это самая проблема у нас. Вы увидите, как бы там обратно не убракали, провели 4 субботника, мы вычистили свой город. И уже сегодня кто не приезжает, тот же губернатор, та же и Качанова проехала, да, практически мы и по 1 мая по улице с ней проехали, и по Стахановской до самого, начиная от въезда, я встретил тут перед городом. В принципе, вот сказала, где было, город, в принципе, красивый, ей понравился. Да, сегодня есть, на следующий год, я говорю, и обратно же, наверное, придется путем субботника и так далее. Самую большую проблему, я вижу, это у нас район Зенита. Там дворовые территории ужасные. Там цоколя надо подкрашивать, там надо подъезды ремонтировать. Вопросы выше крыши, я вижу, но мы за 1 год и быстро так не схватим. Вот я вам скажу, что, ну, если будем живы-здоровы, вот это вот приоритетный район. Он самый старый наш район, и его надо сейчас в первую очередь восстанавливать. У меня, в принципе, все. Я хочу, чтобы вы понимали, что двери мои всегда открыты. Кто хотел попасть, по-моему, никого не оставили. Так, Алексей Бачкевич? Были? Я готов на диалог. Если решать вопросы с животными бродяжными, не вопрос, я готов встретиться, так? Поэтому короны у меня нема, не успела вырасти, я думаю, не вырасти, но я готов к любому диалогу, только конструктивному, не просто, чтобы это потом приносило пользу и был какой-то результат, а не пустые какие-то разговоры. Не хотелось бы терять время, видите, сколько работы. Специально показали для того, чтобы вы понимали, что это огромный, сложнейший механизм. И не так это просто, чтобы эти школы ремонтировали. Каждый отвечает здесь сидящих за свое направление. Кто-то за парады в сельском совете, кто-то в социальной сфере.
Это вы понимаете, все школы подготовить и покрасить. Это не так, это просто, это куча денег, куча работы. Оно должно все каждый день работать как часы. Не дай бог сбой воды, тепла, еще чего-то, сразу начинается проблема. 47 тысяч. Вилейский район не самый маленький в Минской области. Даже вот я приехал со Старой Дорог, там только 18 тысяч. А здесь 46, там с хвостиком почти 47. На 1 января прошлого года было 47, там больше, немножко уменьшилось население. Поэтому, ну, вам судить. Вопросы, пожалуйста, мы готовы выслушать на любые вопросы. Закрытых тем нету. Здесь присутствует, как вы видите, начиная все наши основные предприятия, ЖКХ, связи и так далее, налоговая, вон, социальная сфера, газета, любые вопросы можете задавать, и мы максимально можем ответить. Если что не сможем ответить и сейчас решить, значит будем решать потом в рабочем порядке и так далее. Пожалуйста. Только по порядку, чтобы было это, ну, микрофон будет стоять в зале, если хотите. Только представляйтесь, пожалуйста, чтобы мы могли записать, если что-то потом дать ответ и адрес ваш. Добрый день, уважаемый президиум. Моя фамилия Жуков, зовут меня Николай Михайлович. Живу я на улице 1 мая, 87-й дом. Это дом, где живут военные моряки. Уважаемые люди в городе. Военно-морской флот — это олицетворение нашего города и визитная карточка всегда была. Значит, живут там несколько поколений руководства тех военных, которые служили и отстали. Я вот пришел по поводу, у меня есть 4 вопроса, я постараюсь коротенько их изложить. Первый вопрос по благоустройству территории нашего дома. Я знаю не понаслышке сложности этой проблемы, но нас незаслуженно обидели. Когда в 2015 году у нас были дожинки областные, улица Первомайская совершенно изменилась. Вот. Я в этом процессе участвовал, поскольку лет 18 был депутатом по этому избирательному округу. И забыли этот двор 87-й, поскольку он выходит не на фасадную сторону, а он там в тиши, его не видно. И вот с тех времен ничего там не делается. Жители нашего дома написали вам, Олег Павлович, коллективное обращение. Вы его видели, я не буду его повторять. Я приглашаю вас приехать, найти 15-20 минут и на месте определиться, посмотреть просто визуально, что представляет сегодня наш двор. Нам это не только неудобно, поскольку я изложили мы там свои претензии, но и неприятно. Военные моряки привыкли к порядку и образцовому состоянию того жилья, где мы живем. Поэтому вот это наша общая проблема, и мы просим, ну, я и пришел к тому, чтобы как-то с первых уст услышать ответ, потому что к нам приглашал я в свое время, когда был депутатом, много людей приезжало, но ничего за 6 лет не сдвинулись за последние. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, ну, поскольку многие знают, что я долгие годы был депутатом, и я депутат был неуживчивый, порой неудобный, вот, ну и я сегодня с удивлением услышал, заместителя по экономике, что мы еще продолжаем строить завод порошковой этой краски. Мы в 2012 году ездили туда как депутатским корпусом, и этот иранец там, да, Светлана Михайловна, кто там был? Он говорил, что в 2013 году наберу 160 человек, потом будет 250, и мы до сих пор строим этот завод. Когда же он кончится, строительство этого завода? Ну и хотелось бы услышать, какие большие инвесторы придут к нам в город или не придут. Вот я все время, с тех времен депутатских, обращался к светлому образу Сморгони. Сморгоня, в моем понимании, это было село по сравнению с Вилейкой. А сейчас посмотрите, можно ли поставить в один раз Сморгон и Вилейку. Там и Краспан. И я вот услышал как-то для себя завод фанеры и свойных пород. Ну чего мы не приведем никакой хороший завод? Тут говорили, там какие-то частные, малые, то мы какой-то делаем конфетки, то еще что-нибудь. Наш «Зенит» уменьшился, наверное, в 6 раз. Было 6,5 тысяч рабочих, сейчас 1000, наверное, нет уже. Вот как проблему это мы решаем? Почему другие районы республики, и тот же Дзержинск, и та же Сморгоня, которую я сказал, почему они вот умеют пригласить, найти этих инвесторов, а мы не можем? Вопрос.
Теперь стоит вот как бы памятник нашей бесхозяйственности и нашего позора этот колбасный цех возле кинотеатра. Какова его судьба дальнейшая? Будет она решена или не будет? Это вот два вопроса. Третий вопрос. Уже четвертый был. Уже Нет. 4 было, вы Ну, сбились. это я в экономике сказал, в блоке экономики. Давайте. Сказал про этот цель. Значит, этот вопрос, скорее всего, Светлана Михайловна. Светлана Михайловна, разворачивается государственная кампания по выборам в парламент. Мы с вами знаем это не наружно, а изнутри. И поскольку я был помощником депутата Палаты представителей и хорошо знаю эту систему и работу ее, как-то многих людей беспокоит, что наши крайние, как теперь два депутата, из Пельниченко и Жибуль, мне кажется, ничего не сделали для нашего района. Мы их да и не видели не только на трибуне Палаты представителей, и не знаю, какие конкретные дела, какие там что-то делалось. Поэтому какие виды есть, что нас ожидает в том, кого мы будем двигать депутаты на этот раз. Вот. Я понимаю, Светлана Михайловна разводит руками о том, что вроде, демократия демократии, но мы-то знаем, как это дело делается, поэтому надо рекомендовать человека, который, так сказать, может принести пользу району. Я, например, Ирина Александровна Супранович, когда была в прошлый раз, баллотировалась, я за нее двумя руками голосовал, и что-то удивительно, она у нас не прошла. Вроде человек деловой, во власти состояла и так далее. И четвертый вопрос уже Елене Александровне. Значит, Елена Александровна, вот два созыва последних. Депутаты местных советов не публикуют свои предвыборные программы. Вы, Лидии Михайловне Ермошиной, напишите что-нибудь, скажите, что это неправильно. Потому что вот когда создается программа предвыборная, и я ее знал, что ее надо выполнить, и ходил по дворам и с людьми общался. А теперь программы нету, говорить не о чем. Люди не знают даже, кто такие. И уровень этого нашего депутатства, он совсем, так сказать, где-то находится возле плинтуса. Поэтому, видимо, когда будем готовиться к местным советам, к выборам, надо возобновлять эту практику. Она стимулирует депутатов, заставляет что-то шевелиться их и отвечать перед людьми. Спасибо. Все вопросы. Спасибо вам за вопросы. Письмо действительно поступало. Это проблема с дворовыми территориями. Я уже говорю, мы обсуждали с Натальей Ивановной. К сожалению, получилось так, что действительно мы ремонтировали дома, мы даже где-то улицы ремонтировали, а дворовые как-то выпали. Да, в принципе, даже с ее слова, это ошибка правительства, недоработка и так далее. Как-то вот они. Что сейчас принимается в общем? Я понимаю, что это не вылечить. Значит, в общем, на сегодняшний день, если дом под капитальный ремонт, сколько процентов там разрешается, Катович? Где-то, по-моему, около 15-20% от этой суммы разрешается то есть уже будет делаться параллельно. Если делается капитальный ремонт дома, значит там 15% от этой стоимости улаживается в капитальный ремонт дворовой территории. Что касается вашей, мы выйдем комиссионно, потому что вы были недавно на приеме, когда-то на прошлую, среду. Были у меня там с улицы, где мы положили Чапаева, там бабули были, пришли колены побитые и так далее. Сделайте нам дворовую территорию. Вот вы ставите. За «Зенитом» я проехал, начиная от Евроопта сюда, уже там трохи погонял, где под балконами, кто был, покосили, потому что там тоже ужас, там у колена эти ямы. Там потом с этого общежития женщина приходила на прием. Это вот крайне, как они там, то есть Гагарина, да? Но там будем менять теплотрассу в следующем году, да, там за счет ЖКХ мы вот этот сюда не полезем. Я вам скажу так, я обещать прилюдности 100% не буду, но я, во-первых, выеду комиссионно, я сам заеду в эти дома, погляжу сзади. Это я понимаю, тут вы не доезжая напротив рынка колхозного, это, да? Это где колхозный рынок, наш дом стоит. Я заеду, я в эти двора, честно говоря, не заехал еще, я побуду в этих дворах. Олег Павлович, я прошу прощения. Там значит,
как вариант есть. Там сейчас на рынке наложили Ну, я борьбу, скажу так, что там и там сегодня- вроде что-то шевелится. Может, под эту марку можно и двор тот засватить. Мы буквально с Чаевской Валериановной сегодня разговариваем. Возможно, что-нибудь к концу года мы успеем. Я 100% обещать не буду, но если не в этом, то в следующем году до конца года точно сделаем. Возможно, изыщем средства этого. Есть там варианты, кое-какие лазейки у нас. Правильно, Елена? Ну, если Нерфин сказал, что да, то что-нибудь придумаем. Вот, наверное, там сделаем и эту. Но я просто боюсь, сейчас же реакция пойдет, же с других же дворов пойдут. А как выбрать, который хуже? Ну, как тут? Ну, поэтому что-то будем делать по дворовых территориях. Это я вам обещаю. Так, что у нас еще там? По этому зданию, значит, это здание, если вы в курсе, мы продали инвесторам. Не мы даже, ну, меня не было, но в принципе мы. Продали инвесторам, они не выполнили свой инвестдоговор, и сейчас идет судебная тяжба. Мы его не можем ни забрать, ни разобрать, ни кому-то продать площадку, чтобы разобрал. Оно находится, кто бы конкретно пояснить, наверное, Марина Петровна в курсе? Да, значит, по этой площадке, там тот инвестор, который приобрел эту площадку, он объявил себя банкротом, и на данный момент там идет, вот как Олег Павлович сказал, суды, и вот будет где-то, наверное, ближе к концу сентября будет очередной суд, и мы надеемся на то, что сможем изъять эту площадку. Тогда уже будем искать другого. Я немножко по-другому скажу. Им, по-моему, на льготных условиях была дана вот эта площадка. Они, определенные условия. Да, им насчитали за то, что они не выполнили со своей стороны, не ввели вовремя объект вот этот социальный планировали, им насчитали, по-моему, 200 с чем-то тысяч штрафных санкций. И они начинают сейчас, это, чтобы не платить вот эти штрафные санкции, саботировать всячески. То есть, то банкрота не объявили, то суды до бесконечности подают, то есть играют вот эти вот игры. Ну, я думаю, это рано или поздно закончится, но дальнейшая судьба, я не знаю, вроде бы там есть инвестора, желающие снести там и построить что-то, потому что центр города, это, конечно, не красит наш город. Что касается вот этого БелПКП иранского, ну, это то же самое. По-моему, когда их заканчивается? Ну, я отвечу, если Да, позволите. пожалуйста, Марина Петровна. Значит, да, там был заключен инвестдоговор, они не выполнили условия инвестдоговора, и он был расторгнут. Сейчас, как бы, в августе месяце они возобновили там работы, ведут переговоры с иностранным банком, им обещают открыть кредитную линию на 4,2 миллиона долларов. И, в общем-то, они хотят хотя бы в первую очередь этого завода запустить. Что касательно инвесторов, на сайте исполкома есть предложение по 4 инвестиционным площадкам, поэтому информация есть, и тот, кто проявляет, конечно, интерес, мы никому не отказываем, мы показываем эти площадки. Но определенные интересы есть, но пока как бы до конца, конечно, сложно. Я не хочу пока распространяться, Да. но если по вот этих инвесторах там идет на уровне указа президента, им надо 100 гектар, им надо, чтобы была железная дорога, им надо, чтобы была рядом линия с новой нашей вот этой подстанцией. В принципе, мы закинули площадку, отдали. Не знаю, если выберут там до 3000 рабочих мест, если вот это все у нас получится, но это пока так, это я говорю, по воде дело написано, это вот мы забросили, может нас и не выберут. Они ищут Молодежь, Намятель и Вилейково, то есть вот этой вот зоне. Ну, как бы более приоритетный пока наш. Что касается иранца, я с ними, вот эти БелПКП, я лично с этим хозяином встречался, наверное, 3 раза, значит, 2, так точно, 2 или 3, я не помню, лично с ним. Плюс его там этими представителями были. Они вложили вот этот завод, мы с Мариной Петровной были там, выезжали вместе с ними. Там огромнейшее здание, там вложено, чтобы вам 5 миллионов долларов, а работы нет. 5 миллионов долларов там вложено. Именно еще, чтобы завершиться оборудование, что надо в районе, по-моему, 20 миллионов долларов. Но в связи с вот этими вот санкциями, вы видите, что с Ираном, там их деньги, во-первых, обесценились, во-вторых, перекрыли, да, не в польских банках хотели, там, и в других, там, и в российских, и в белорусских, и, ну, в связи с событиями вот этими в Иране и санкциями, и просто перекрыли все вот эти каналы.
Мы, конечно, заинтересованы хотя бы, вложивши 5 миллионов долларов, куда их? Сегодня не туда, нету производства. И заморозить его, выбросить. Хотя я в курсе, они, по-моему, с 15 года, думаю, гвоздями забили. В августе что-то начали шевелиться, потому что через облсполком уже начинали их дергать. Там тоже, по-моему, даже какие-то штрафные санкции есть. Вот это. По этому договору они там сложно. С одной стороны, не хочется пугать, а вдруг они найдут сейчас вот договоры, какие-то деньги и запустить. Конечно, это, тем более, это краска, они планировали на экспорт. Я же понимаю, на сегодняшний день, наверное, в Иране проблемы с Ираном экспортировать, а в Иране точно такие заводы есть.